Слово предоставляется представителю открытого акционерного общества Кыргызпочтасы Ашимбаеву Разаку Уразбековичу. Пройдите к трибуне, пожалуйста. Спасибо, уважаемый суд, уважаемые участники процесса. Открытое акционерное общество Кыргызпочтасы своей деятельности руководствуется законом о почтовой связи, актами Семейного почтового союза и локальными нормативными актами. По поводу доставки извещений суда, то порядок таков, что эти уведомления с отметкой, что это судебная повестка, доставляется по месту жительства адресата. В случае отсутствия самого адресата они могут вручаться несовершеннолетним членам семьи или опускаться в почтовые абонентские ящики. В случае отсутствия этого адресата почтальоны составляют извещение о получении вышеуказанных отправлений в почтовых отделениях и осуществляется в течение 3 дней. Это касается именно извещений и судебных повесток. Повторно доставляются через 3 дня и делается повторное извещение о том, что этот документ был доставлен. В случае отсутствия адресата, опять же, в почтовом извещении, либо по месту жительства этого адресата оставляется извещение, что адресат может прибыть в почтовое отделение и получить этот документ под роспись. То есть все эти документы, поскольку они отправляются судом с обратным уведомлением, то есть они даются под роспись лицу, которому она адресована, с отметкой в самой так называемой карточке обратного уведомления, плюс делается отметка в журнале почтовой корреспонденции, форма номер 8 почтовых отделений. Соответственно, почтовая служба, она оказывает услуги по доставке вот этих извещений, в том числе повесток. И мы не можем произвольно изменять тот адрес, который указан судом, куда должен доставляться эта повестка либо извещение. Этот адрес определяется судом, то есть мы просто осуществляем, оказываем услугу в виде доставления этого письма адресату. То есть если он есть, он расписывается, если его нет, то вручается совершеннолетним членам семьи, как мои коллеги уже говорили, допускается, согласно нормам ГПК, отправлять эти повестки извещения по месту работы. То есть там тоже получается человек, который получил эту судебную повестку, он расписывается и обязуется, получается, передать его адресату. Я по поводу ходатайства заявителя хотел бы подчеркнуть, что я считаю, что пункт 7 статьи 129, то, что если буквально толковать саму норму, то вот это обязательство вручить возникает только у того человека, который получил его, да, то есть он согласен передать его адресату. Ну, многие люди не хотят связываться, скажем так, да, мягко говоря, с этими судебными повестками, извещениями. Если человек не получает, у него такой обязанности не возникает. То есть мы, почтовая служба, или не суд, не может обязывать кого-то, что он обязан кому-то вручить эту повестку. То есть это либо члены семьи, как правило, либо это, если повестка отправляется по месту работы, то там сотрудники соответствующие принимают на себя обязательства. Те, которые получили, они принимают на себя обязательства вручить его при первой возможности эту повестку адресату. В этом случае, согласно нормам ГПК, считается, что адресат надлежащим образом извещен и об этом судебном процессе. И, честно говоря, я не вижу никаких оснований полагать, что эти нормы, которые закреплены в Гражданско-процессуальном кодексе, не только в Гражданско-процессуальном кодексе, это и административный кодекс, это и АПК, то есть все предписывают, то есть основная форма уведомления, это через почтовую службу с обратным уведомлением, это основное. А то, что говорится о том, что можно посредством СМС, там, WhatsApp, электронной почты, это уже факультативная, добровольная, как дополнительная форма, да, уведомления о судебном заседании. Оно делается согласие сторон, о чем написано в ГПК четко. То есть
я как юрист и практикующий адвокат, я тоже сталкиваюсь с этими моментами. То есть в Свердловском суде, я насколько знаю, есть пилотный проект, то есть когда ты там исковое заявление, либо любое обращение в суд даешь, они получают форму, дают форму, что я согласен такой-такой-то, чтобы меня извещали посредством телефон пишу и плюс указываю свой электронный адрес. Но это должно быть, мое мнение, что должно быть факультативным, поскольку мы никого, по крайней мере, в рамках действующего законодательства не можем обязать, чтобы он имел электронную почту, либо было приложение у него WhatsApp, там, не знаю, Telegram и так далее. То есть это же как бы зависит от человека, то есть от желания, то есть он пользуется этими приложениями, такого рода связью или не пользуется. То есть есть люди, которые не пользуются такого рода связью, скажем так, да, во-первых. Во-вторых, есть житейские моменты, что человек может телефон потерять, выключить, там, батарейка села и так далее. То есть нет доказательств того, что мы его доставили. И пока у нас нет соответствующего законодательства, что размещение какой-то информации на каком-то сайте, тем более вот этот тундук, он тоже по желанию. То есть я, допустим, зарегистрирован, а кто-то не желает регистрироваться. То есть там от того, что мы там уведомление поставим, мы не удостоверимся в том, что он является там зарегистрированным, он его получил, да, он прочитал его. То есть опять же надо в тундук заходить, вносить код и получать сведения о том, что какие-то от государства есть документы, которые имеют важное значение для человека. В данном случае мы, как почта, сталкиваемся и с административными делами, так называемый безопасный город, то есть там тоже доставление вот этих почтовых уведомлений с обратным уведомлением, она привязывается к праву человека обжаловать этот штраф или там, я не знаю, заказание, которое получил тот или иной человек. То есть только получив почтовые уведомления и информацию почтовых органов о том, что человеку было доставлено, он не получил, но здесь ГПК и в АПК и везде в законах написано, что отказ, это считается уже, отказ от получения этих документов считается надлежащим уведомлением. Это уже, этот срок привязывается к тому, что человек, ему дается определенные права, то есть 10 дней там на обжалование адреса правонарушения. В данном случае по ГПК он получает извещение, что с его участием проводится какое-то судебное заседание, и государство, оно как-то должно связываться с участниками процесса, и почтовая связь, так называемая, она позволяет, скажем так, надлежащим образом получить обратное уведомление, что человеку было, по крайней мере, это письмо доставлено. Я не буду повторять, здесь мои коллеги сказали, что есть закон о внутренней миграции, статья 9, что любой человек должен регистрироваться по месту своего жительства. Есть много правовой связи между государством и личностью. Есть и не связанные с государством, допустим, тот же истец, который желает обратиться в суд, он должен указать в исковом заявлении место жительства ответчика, да, для того, чтобы определить подсудность этого иска. А сейчас, уважаемый суд, с нашим законодательством, то есть у нас есть закон о защите данных персонального характера, то есть информация о том, какими объектами недвижимости владеет, скажем так, где он гипотетически может проживать, либо адрес его места жительства является конфиденциальной информацией, она уже не предоставляется даже по адвокатскому запросу, да, то есть есть ограничения только либо суды, либо уже правоохранительные органы должны по запросу могут получить сведения об этом. То есть здесь, кроме адвокатов, есть и просто граждане, которые обращаются, то есть здесь должен быть, мне кажется, баланс прав и интересов, то есть, да, права есть у гражданина, но у него есть и обязанность проживать по указанному адресу, регистрироваться, и через определенный адрес государство осуществляет связь, да, то есть уведомляет о каких-то процессах, каких-то документах, каких-то решениях, которые приняли те или иные компетентные органы. Это касается не только суда, это касается и налоговые органы, и тот же ГАИ, оно уведомляет о штрафах через официальный адрес. И все это привязано к доставлению и надлежащему уведомлению сторон по данному делу. В целом мы считаем, что права не нарушаются. Те случаи, которые указывают заявители, они частные случаи, я бы не хотел на них останавливаться. Там есть ГПК механизмы, об этом уже представитель Верховного суда сказал.
и указал, что если лицо считает, что и предоставит доказательства, что оно надлежащим образом не было уведомлено, что почтовое извещение не было ему доставлено, оно имеет право там, в течение 5 дней подать заявление, опять же, в суд и отменить этот судебный акт, который принят в заочном порядке. А в очном порядке, уважаемый суд, любое лицо имеет право обратиться с апелляцией к вышестоящему суду, указывая о том, что он не принимал участие, что его права были нарушены, и апелляционная инстанция уже рассматривает эти доводы. Необходимо, вот, я считаю, что если надлежащего извещения не было, если человек не был уведомлен о судебном процессе, то это будет уважительной причиной пропуска этих судебных заседаний, это основание для отмены этого судебного решения и направления его в тот же суд с указанием, что оно было принято без участия сторон. На практике, уважаемый суд, так и происходит. То есть лицо, которое пропустило то или иное судебное заседание в силу объективных причин, по уважительным причинам, оно обращается с ходатайствами, либо восстанавливает срок на отмену заочного решения, либо обращается с апелляционной жалобой в вышестоящий суд и дальше по инстанции, кассационной инстанции, Верховный суд еще есть. И там уже права его защищены. Но в любом случае, уважаемые судебные коллеги, мы же говорим о том, что есть, я понимаю, что есть добросовестные, для них этот механизм предусмотрен восстановление прав, защиты прав. Но есть и достаточно много и недобросовестных, уважаемый суд, те люди, которые не получают, не желают получать уведомления об этих же штрафах, об этих исках, а потом уже апеллировать, что мы не получали, извините, мы не знали, мы не будем платить штраф. Таких тоже людей, которые отрицают вот этот механизм, достаточно много. И мы считаем, что должен быть баланс прав и интересов сторон, в данном случае и интересы истцов, других юридических лиц, которые обращаются в суд. Ну, про юридические лица я уверен, что все знают о том, что юридическое лицо это есть местонахождение, она должна, есть определенный юридический адрес, и любое уведомление, которое направлено по этому адресу, она может находиться где угодно. Это по аналогии с физическим лицом то же самое. То есть мы не можем заставить людей, которые права нарушены, обращаться в суд и искать, получается, ответчика, где он находится и куда подавать эти исковые заявления. Есть момент регистрации, туда и подают. Есть, я считаю, что статья 132, уважаемый суд, которая снимает эти вопросы, вот если при неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рассмотрению дела после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места жительства ответчика. То есть последнее известное место жительства ответчика это уже место регистрации, либо сведения, которые имеются у суда. То есть если он не знает, где находится этот ответчик, то есть он запрашивает, если нет сведений, если лицо не указало последнее место жительства, так называемый адресный листок убытия, куда он выписывается, то, извините, а суд, как у нас сколько, более 50 районов, городов, мы же не можем, и это все будет влечь, как сказали мои коллеги, к волоките судебному рассмотрению. То есть есть определенные сроки, которые есть и у суда тоже, то есть не более 3 месяцев с момента поступления дела в суд, дело должно быть рассмотрено по существу. А так мы можем бесконечно запрашивать каждый район и искать ответчика. То есть здесь логика законодателя понятна, мне, по крайней мере, что, извини, проживаешь в Кыргызстане, если есть прописка, то есть человек, который проживает в ином месте, чем он прописан, он же об этом прекрасно знает, и он прекрасно знает, что любые документы, любая связь будет осуществляться именно по этому адресу, а не по иному. То есть это человек, у нас есть свобода места жительства, свобода места перемещения, да, то есть мы не можем эти ограничивать права, он может жить где угодно, пожалуйста. Но ответственность у него возникает, то есть и адрес официальный, как осуществлять связь с государством, с другими юридическими лицами, это его официальный его адрес его места жительства, который зарегистрирован. У меня все, спасибо, если есть вопросы.